Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и вашего мужчину. А тема будет такой. Хочет ли он продолжать ваши отношения? Заинтересован ли он в ваших отношениях? Загадайте на себя, загадайте на него и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а что это вы так друг в друге разочаровались? Разочаровались, отвернулись. Странно, странно, что происходит между вами? Какой-то клин между вами тут вбит. Что такое? Разошлись, не сошлись? Какая-то помеха в ваших отношениях. Помеха, серьезная, кстати, помеха. Так, ладно, вернемся к этому позже. Давайте посмотрим по мужчине, что нам показали. Мужчина. Ну, он, конечно, у вас заинтересован, вы ему очень нравитесь. Вот кого-то прям отыграется, что любит вас. Но он противный, он характерный. Он с каким-то своим, знаете, как сугубо мужским интересом. Ему очень хочется быть важным, главным, там, не знаю, мужиком, хозяином положения. Да? Вот такие вот у него идеи, мысли. Но как-то не получается это все реализовывать. Да? Вот как не дотягивает. Вроде как мужик, но без 5 минут. Вроде как успешный, но не до конца. Да? Вот что-то ему не дается. Он-то, конечно, и старается, и какие-то действия совершает. Но вот никак он себя реализовать не может. У кого-то отыграется, что мужчина себя ищет. Да, вот он хочет овации, он хочет признания, он хочет, там, знаете, поклонов в свою сторону. Но не за что ему кланяться и не за что ему аплодировать. Как-то он, вроде рядом с целью, а ухватиться не может. Что касается вас, тут такая мечта у него, я даже не знаю, как бы вам об этом сказать, чтобы вы не расстроились и не обиделись. Ему очень хочется вас под себя прогнуть. Вот чтобы вы там слепо, завязав глаза, ему там доверялись, за ним там по пятам шли, никогда в нем не сомневались и никогда ничем ему не перечили. Вот ему хочется быть для вас именно таким мужчиной. Но вы что не против. Если бы он был этим мужчиной, да, которому можно довериться и днем, и ночью, да, и хоть в огонь, хоть в воду за ним пойти. Но он же не такой. Не такой. Вы, кстати, против него гораздо лучше выглядите. У вас, смотрите, какая интуиция сильная. И голова у вас правильно работает. И вы, кстати, намного сильнее, чем он. Особенно вот если психологию брать за основу, то у вас стержень, знаете, какой сильный. Там не согнешь, не прогнешь, не надкусишь. Вы любому, даже самому сильному мужику фору дадите. Да. А он этого не понимает. Он вас чисто по-женски, как женщину воспринимает, да, визуально. Вот женщина все. Значит, ты слабая. А я мужик, значит, я сильный. Вот сколько бы вы вместе не были, он все вас еще не разгадал, все еще не рассмотрел, кто вы есть на самом деле. Да, еще серьезные сюрпризы его тут и открытия ждут. Еще не раз макушку почешет, и глазки-то на лоб полезут от удивления. Не, у него нет в планах с вами расставаться. Нет, видите, даже вот сердечки вышли.
Да, может не показывать свою заинтересованность, не показывать свои чувства, не показывать свои эмоции. Но это такая игра, я уже вам объяснила. Ему хочется вас под себя прогнуть. Чтобы вы, знаете, подошли и сказали: Ваня, я ваша навеки, да, что хотите со мной, то и делайте. Вот этого он от вас ждет. Ради этого он даже готов мучиться сам и мучить вас, понимаете? Вот не получается в жизни добиться успеха, но я хотя бы в отношениях добьюсь успеха. Там мужики меня там не уважают, пусть меня хоть женщина моя уважает. Вот. Но с мужиками-то он не может поступать так, как с вами, да? А с вами можно. Так, что касается вас. Ну, я вижу, что у вас усталость от него идет. Вот реально усталость. Вроде как и любите, вроде как и нужен. Но вот устали вы от его этого поведения идиотского, глупого, просто глупого. Все ждали от него, надеялись, как-то верили даже в него, там, пытались помогать, подсказывать, не знаю, там, на себе его тащили, везли. Ну, лишь бы рядом, лишь бы вместе, да. Но сколько времени там не проходило, да, понимаете, что авось и ныне там. Задумывайтесь вы очень крепко над тем, стоит ли продолжать. Потому что, смотрите, у него нет таких мыслей, чтобы с вами расстаться. А у вас такие мысли есть. Может быть, где-то там на подсознании, но вы прям уже все чаще и чаще об этом думаете. Задолбал, устала, надоел. Не вижу перспектив. Ну как же так, да? Сколько же можно ждать? Время-то идет. Я хочу развиться, я хочу более каких-то серьезных моментов в жизни. Да, устаете. Знаете, вы в последнее время, скорее всего, на какие-то нервные нотки перешли. Он это видит, и это его пугает, девочки, реально пугает. А возможно, он видел, какая вы бываете в моменты, когда вам, ну, как говорится, на все ложить, да, либо когда вы очень нервные становитесь, либо раздраженные. Он, кстати, побаивается этих моментов с вашей стороны. Сейчас уже такое ощущение у него, что скоро вот буря наступит, да, буря уже где-то близко. Так, скорее всего, даже вы зашли на это гадание, вам не интересно вот его мнение, вам интересно, как вам поступить правильно. Кто-то, кстати, в мужчину вкладывался, вот, либо даже финансово вкладывались, либо времени очень много на него убили своего. И теперь как бы и терять не хочется то, что было вложено, но и с другой стороны особых перспектив вы не видите. Да, теперь знаете, как понятно, что и он как будто бы под колпаком темным, и вы под колпаком. И вот этот клин, который между вами вбили, мне почему-то очень похож на негативное воздействие. Это не магия, это очень похоже на сглаз. Вот по своей структуре, по своей форме, по своему влиянию. Очень похоже на сглаз. Кто-то вас поглазил. Вот знаете, как увидели вас вместе, что вы там идете, обнялись, друг другу улыбаетесь, либо как-то с любовью друг на друга смотрите. Человек посмотрел, ой, какая пара хорошая, да, либо какие люди счастливые. И все, как бы, да, вот этот негатив, он запустился. Кого-то, наоборот, поглазили. Может быть, какая-то его там бывшая, либо ваш бывший увидел, что вы счастливо улыбаетесь, и говорит: ах, заразы такие, да, мне тут плохо, а им хорошо. Да, там пожелать мог что-нибудь, либо пожелать могла. Ну вот глаз, мне почему-то идет глаз. По крайней мере, очень-очень похоже на глаз. Знаете, прежде чем смотреть, да, такую тему, я бы вам советовала и рекомендовала сделать себе чистку. Чистку на себя, чистку на мужчину и чистку на ваши отношения. Вот чтобы прям по всем моментам прочиститься и потом уже посмотреть. Видите, с вашей стороны обувь, да, мужская идет, смотрит в вашу сторону. С его стороны, видите, женский ботиночек на каблуке в его сторону смотрит. То есть у вас все-таки дороги, видите, переплетены. Вы не просто так вот с ним общаетесь, либо там вместе находитесь, да, знакомы не просто так. Вы должны быть вместе. Но вот этот клин, он реально очень мешает.
Так, я понимаю, что не у всех есть возможность обращаться к специалистам. Давайте я сейчас вас научу, как проверить, есть ли на вас негатив. Очень нехитрый способ, вам потребуется всего лишь время. Время 8 дней. Если вы готовы потратить это время, да, то вы можете получить очень хороший ответ. Вам понадобится 7 церковных свечей. Эти свечи по одной, вот перед сном вы берете свечу в руки, читаете молитву ангелу-хранителю. Можете своими словами обратиться к ангелу-хранителю, поблагодарить за то, что вам помогает, и попросить, чтобы вам подсказывал. И под подушку. Значит, спите на этой свече. На следующий день то же самое уже с другой свечой. И так 7 дней подряд. Вот у вас в руках 7 свечей. Вы зажигаете эти свечи. Зажигаете, да, все вместе, на 8-й день вы зажигаете и смотрите, как горят эти свечи. Если коптят, плачут, там какие-то черные выделения идут, клонятся, падают, тухнут, девочки, но это 100% на вас негатив есть. И здесь нужно принимать меры. Чем больше свечей будут вести себя, ну, скажем так, показывая негатив, да, тем больше негатив на вас есть. Если со свечами все классно, все в порядке, идеально горят, не коптят, тают, не гнутся, не ломаются, там никаких черных следов нет, значит, с вами все хорошо, все в порядке. Ну, такой способ средства, да, если кому надо, кто хотел бы для себя лично знать, есть ли негатив или нет. Кстати, так и порчу можно посмотреть, проклятие можно посмотреть. Вот, вы можете проверить. Да. Но мне вот кажется, что кто зашел, вот основная масса людей, вот как с глаз идет на эти отношения. У вас вообще, по идее, все хорошо. Видите, как дороги переплетены, все хорошо должно быть в этих отношениях. У вас не должно возникать таких вопросов, хочет ли он продолжать. Нет, такого не должно быть. Но из-за этого клина вот не идет, не получается. Не получается. Смотрите, вообще ваша пара, она должна друг друга дополнять. Вот действительно дополнять. Он вас, вы его. Понимаете, вот очень такой плодотворный союз у вас должен был быть. Ну, а все получается наоборот. У вас от него усталость надоел, а он все пытается вас под себя подстроить. Вот отсюда неприятности. Может быть, если снять этот негатив, то у него там и в делах все хорошо пойдет, да, будет добиваться успеха на работе и к вам не будет цепляться. Вот. А вы будете смотреть на него и радоваться, что ваш мужчинка, он добивается результатов, хвалить его будете. И знаете, как наладится у вас все. Попробуйте провериться и обязательно делайте чистки. Правда, делайте чистки, и это вам поможет. Я не вижу, что вы прям расстались в ближайшее время. Могут быть между вами конфликты, могут быть недопонимания, даже какие-то моменты острые могут быть, когда люди прям могут рассориться. Но нет, вы друг к другу все равно тянетесь, и чтобы вы, как бы вы там ни ругались, да, вы друг к другу тянуться будете. Вы не сможете друг без друга быть. Вот. Будущее у этих отношений однозначно есть. Если, конечно, негатив все не порушит. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.